Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, сегодня тема гадания будет такой. Какой у него к вам интерес и какие мысли, чувства на данный момент? Если вам тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой интерес ко мне назовите любимого человека, либо того, кто вам интересен по имени? Какие мысли и чувства ко мне прямо сейчас? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим мысли, чувства и какой у него интерес. Так. Ну, здесь, понимаете, это мужчина либо новый совершенно мужчина, да, вы загадали на совершенно нового мужчину в вашей жизни, либо на человека, который, скажем так, вы не живете с ним вместе, не на мужа вы загадали. Вот такой момент происходит, потому что здесь я не вижу, к сожалению, пары. Я еще посмотрю, но тем не менее я не вижу. Я вижу здесь один человек, второй человек, и как бы два человека, они разноплановые, на разных уровнях находятся. То есть вы разные, может быть, по статусу, по положению, по возрасту, по, ну, не знаю, там, по религии, национальности. Между вами есть какие-то вот прямые барьеры и большие разницы. Вот такое здесь происходит. Мужчина, которого вы загадали, он на данный момент на каком-то выборе. Вот он как будто бы между двух женщин, либо между двух огней, да? У него два варианта. Может быть, он выбирает между вами и, например, мамой, либо между вами и работой. То есть это не в плане того, что да, кого я выберу, а в плане того, где я больше нужен, куда мне больше внимания, времени уделить. У этого человека он, ну, такой разносторонний, да, у него много интересов, много дел, он увлекающийся человек, у него какие-то дороги в голове, однозначно, он очень много думает про какие-то дороги, встречи с друзьями, с товарищами. То есть, возможно, кстати, он и рыбак, потому что вот человек вышел, который рыбку ловит, но почему-то он ловит, да, но ловит он девушку вас, видите? Вот мужчина, у него в руках удочка, да, и он поймал девушку. Ну, мне идет, что это вы. Вот. Новый знакомый, да, если новый знакомый, то удачно порыбачил. Поймал себе прекрасную русалочку. Так, что у него в мыслях? Ну, в мыслях, конечно же, с вами пообщаться, с вами где-нибудь там посидеть, отдохнуть, поговорить спокойно. Вот ему почему-то хочется с вами спокойно что-то обсудить, о чем-то там прям поговорить и что-то у вас выяснить, узнать. Вот либо ему как-то информации о вас не хватает, ну, нужно больше, хочу больше о ней узнать, хочу ее больше узнать, да, то есть какой-то такой момент происходит. Так. Следующее, смотрите, здесь вот по чувствам очень нравитесь, мужчина к вам прям расположен, влюблен, это влюбленность, это еще не любовь, но влюбленность, желание быть с вами, прикасаться, обниматься, целоваться, в общем, интимчика хочется, всего хочется, вы его завораживаете. Вот он, когда с вами вместе, смотрит в ваши глаза, он чувствует себя каким-то маленьким кроликом, да, которого вот такой вот прям слопает питон. И вы не обижайтесь, я просто пример привожу того, что я вижу. Смотрите, вообще он думает о том, что вы хороша на роль, например, жены, невесты, да, и вы, кстати, тоже об этом думаете. Вот у вас как-то мысли об этом сходятся. То есть вы его рассматриваете на роль жениха мужа, а он вас рассматривает на роль невесты. То есть, ну, прямо прицениваетесь вы друг к другу, да, тут скажем прямо, вы друг к другу прицениваетесь. Какой у него к вам интерес? Ну, вы очень ресурсная, вы во всех смыслах ресурсная, умная, красивая, свободная, самостоятельная, в хорошем для него вот понимании и возрасте, и в форме. То есть все нравится, претензий вообще никаких нет. Претензия лишь только к тому, что вы его как-то, ну, не совсем принимаете в том формате, в котором бы он хотел. Да? То есть вы там
в истерике не бьетесь, да, и не кричите «я ваша навеки», да, не покидайте меня, мой милый. Вот это ему не нравится. Конечно, бы хотелось, чтобы вы к нему более проявляли интерес, чтобы вы были более расположены, чтобы вы более вот прям показали, да, чего хотите, чтобы вы не стеснялись, потому что он видит вас достаточно скромную, зажатую и стеснительную. Ему это не нравится. Не нравится в плане того, что это мешает ему правильно вас воспринимать и правильно выстраивать с вами отношения. Очень бы хотелось, чтобы вы были, ну, скажем так, в этом плане более открытая и более разговорчивая, что ли, да. Вот хочу больше о ней знать, хочу больше информации о ней получать. Такое идет. Так, еще по интересам. Ну, я уже сказала, да, тут у вас обоюдный интерес, вы друг друга смотрите, ну, рассматриваете, вернее, да, на роль жениха и невесты. Только вы с кем-то его сравниваете, вот прямо в смысле слова, да. Либо у вас уже были отношения, либо есть, может, вы сейчас в отношениях, может быть, даже муж у вас есть. И вы вот прям думаете, стоит ли менять меня, да, шило на мыло, не получится ли кот в мешке, да. То есть у вас очень много каких-то мыслей, и у вас мысли какие-то более, ну что ли, приземленные, меркантильные, можно даже так сказать. Я вас ни в коем случае не осуждаю, это правильно, всегда нужно подумать о себе. А вот у него, он больше мечтатель, он мечтает в облаках, и вот он считает, что, во-первых, он какой-то фаталист, он верит в судьбу, что это все не случайно, что эти отношения никак нельзя упустить, их нужно обязательно развивать. Он жалеет о том, что у него сейчас не так много времени, как хотелось бы, то есть он не может вам уделять прям максимум своего времени, и он считает, что это нехорошо, потому что вы можете прям как вот эта вот, да, русалочка соскользнуть с его крючка. Ему это, ну, никак. Плюс у него, кстати, тоже либо были отношения, которые, ну, он закончил, скорее всего, да, у него отношения больше идут как законченные, потому что здесь человек отвернутый и коса в руке. То есть законченные отношения, но там, может быть, он и закончил отношения, но со стороны той и другой женщины остались какие-то вопросы, претензии. То есть желание, например, там вернуть, пересмотреть позицию, да, передоговориться, как-то вот прям... Он понимает, что там женщина к нему не остыла. Да? У него есть подозрение, что он ей не совсем нужен как мужчина, а больше нужен, например, как кошелек на ножках. Но вот ему бы хотелось точно знать, да, как она к нему относится. Хотя чувства его к ней, они там просто уже вышли на ноль и скоро пойдут на минус, потому что она его реально уже начала раздражать. То есть ее какое-то поведение его очень сильно раздражает. Опять же таки, да, если у него есть мама, то мама там достаточно такая... ну, хитренькая, скажем прямо, хитренькая. Он, конечно, догадывается, что мама хитренькая, потому что мама там все время такая, знаете, как спрут, да, такой большой осьминог, там, щупальцами его полностью уже окрутила. Ему это не нравится, но когда он с ней разговаривает, он говорит, что, сынок, нет, 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 никогда, чтобы я в твои отношения, в твою жизнь, я никогда не полезу в твои отношения. Но на самом деле все происходит совершенно по-другому. Причем мама там такая, знаете, еще великая актриса, интригантка даже немножечко, да. Она, кстати, гордится собой за то, что она такая есть. Вот. Она очень интересная по характеру и такая колоритная дама, скажем так. Вот. И она чувствует, что кто-то в жизни у него появился, что кому-то он там неровно дышит, а не может понять, кто. Напрямую спросить не может. Она, скорее всего, там пытается, может, там, с друзей спросить, может, социальные сети его просматривать, может даже вот, попытаться в телефон заглянуть. То есть такая мама еще, шпион еще тот. Смотрите, и он тоже думает, да, вот вы классная, да, понравитесь ли вы этой маме, не выкинет ли мама какой-нибудь номер, да, не попытается ли вас разлучить, не попытается ли какие-то свои 5 копеек вставить в ваши отношения. Знаете, если ваши отношения только лишь начались, и они вот прям набирают обороты, развиваются, то вас ждет хорошее будущее с этим человеком. Здесь будут, смотрите, какие любовные отношения, потому что вы у меня вышли здесь, ну, умненькая такая, знаете, прям такая вот прям самоуверенная, знаете четко, что нужно, к чему идете, а он выходит вот с цветком страсти, видите, с тюльпаном. Видите, какой тюльпан у него в руках, вот он, видите, вышел, у него тюльпан, к вам идет с тюльпаном. Вот. Но будьте аккуратны, потому что, возможно, в будущем действительно между вами станет препятствие. И опять же таки, это может быть человек препятствие, а может быть и обстоятельства. Да? То есть кто-то может вам, ну, палки в колеса вставлять, вот как хотите. У каждого будет своя история, своя ситуация. Но я хочу в целом сказать, что если вы
ну, проявите, скажем так, характер, настойчивость, не обидчивость, а целеустремленность, то вы можете с этим человеком создать хорошие отношения, хорошую семью. У него к вам интерес очень здравый. Я не буду тут говорить, что он там как мальчишка влюбился, там сопли потирает, страдает по вам, да, и хочет с вами только, ну, там, не знаю, жить в шалаше, любить друг друга до бесконечности. Нет, он вас оценивает вот прям как человек, который действительно решил поменять свою жизнь, свой статус, жениться. То есть он вас по всем прям так по категориям, да, прошелся, как выглядит, как разговаривает, умная ли, образованная ли, да, насколько там хозяйственная, какое отношение к семье, к детям, насколько она там правильная речь у нее поставлена. То есть по всем параметрам вы у него в топе, понимаете, в топе. Плюс вы ему очень нравитесь. Но еще раз говорю, да, вот какое-то препятствие, но это не сейчас. Это у вас может быть там попозже, через месяц, полтора, может быть, нет, даже так, 1,5-2 месяца у вас выскочит какое-то препятствие. Опять же таки, либо это человек, который вот прям, видите, как расталкивает вас руками, либо это время. Время и обстоятельства могут вам помешать. Стоит ли вам быть вместе? Конечно, стоит. Вам нужно попробовать эти отношения раскрутить, понимаете, посмотреть, к чему все придет. Этот человек не, скажем так, не ваш один единственный, да. Этот человек, он вам дан как вариант, как возможность построить отношения. Конечно, я не буду скрывать, что у него есть тоже какие-то минусы. Но у всех у нас есть и плюсы, и минусы. Но плюсов у него гораздо больше, чем минусов. Вы будете думать, вы будете друг к другу присматриваться. Если есть проблемы, есть желание быть вместе, вы все можете порешать. Все уже будет зависеть от вас и от вашего настроя по отношению друг к другу. Мои дорогие, здесь мужчина меркантильный, но в меру. Здесь мужчина влюбленный, но это еще не любовь. Здесь мужчина желает вас, но он не поведен, да, на этом деле. Здесь мужчина будет вести себя, ну, абсолютно адекватно, нормально. От вас требуется точно такое же поведение. Мужчина будет вести себя как настоящий мужчина, будет вам предложение делать, с вами общаться, пытаться выводить ваши отношения на какой-то более-менее стабильный новый уровень. Ну, а вы уже дальше думайте сами. Никто вас загонять в эти отношения не будет, ни высшие силы, ни сам этот человек. Решать, выбирать вам. У вас, смотрите, у него, кстати, возможно, это будет второй брак. А у вас еще есть один запасной вариант, который в вашей жизни появится через определенное количество времени, периода времени, да. Вот запасной вариант у вас выходит. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.